Мадина, вот мен сізді вот қаншама рет көріп тұрмын. Ага. Бір как бы бір жақсы себептер, жақсы жаңалықтар да көп. Сіз айтпайсыз соны. Неге айтпайсыз? Кім айтты? Вот мен сіздің байқап отырмын. Қаншама сұрақ Сайтты қарамайсыз. Білмеймін, вот Қалай сіздер жемқорлықпен күресесіздер? Мадина. Әлде ол қожамжарттың жаңа туған күйеу баласы болғаны. Вот. Ол қайта көтеріп жатырмыз ғой осы Мадина, мәселені. Неге Мадина, жауапкершілікке сізге- тартпай отырсыздар енді? Вам вопрос задали, вы можете обернуться? подойди. Коррупция сонда аз болды ма, аз болып қалды ма, азайып қалды ма бізде? Рейтинг кеше шықты, өзіңіз көрдіңіз, иә. Асықпаңыз, подождите. Рейтинг шықты, 1 баллға көтерілді, жоғарылады. Енді ол халықаралық рейтинг қой, оценка беріп жатқан. Енді біздің былай ішкі рейтингті айтсақ, енді оны да қарау керек. Ішкі рейтинг ол жаңағы біздің азаматтарымыздың, біздің халқымыздың әл-ауқаты. Бірақ балл ғой былтырғымен салыстырғанда. Иә. Сол бір баллдың өзі сіздер үшін жоғары көрсеткіш пе? Иә. Не үшін солай айтасыз? Ну, транспаренси ғой, ол халықаралық не ұйым ғой. Мақтаныш па? Скажите, пожалуйста, что повлияло на это? Ну, у них есть свои индикаторы. Сіздер қандай жұмыстар жүргіздіңіздер, қай жұмыстың нәтижесі деп ойлайсыздар азаюының себебі? Ойлағанда олардың өздерінің индикаторлары бар, сауалнама, басқа енді зерттеу орталықтары бар, солардан қарап Сіздердің жұмыстың нәтижесі ғой. Сіздің Барлық салаңызда органдардың. жемқорлық бойынша істі болғандардың статистикасы бар ма сізде қазір? Қазір ғана менде, қазір ғана жоқ. Почему простые люди должны страдать? Вот что вы делаете? Ну, антикор что делает? Насчет по этому поводу? пассажирских вагонов. Да. Вот, кстати, очень хороший вопрос и предметный вопрос. Насчет пассажирских вагонов, действительно, проблема большая. Вообще, как бы мы тоже погружались и до сих пор погружаемся в этот вопрос. Сколько лет фактически наши поезда находятся в неудовлетворительном состоянии в большинстве. У нас, я скажу, 14 перевозчиков имеется. 14 перевозчиков это, первое, это пассажирские перевозки в составе КТЖ и 13 частных перевозчиков. До сих пор, вы сами это видите, вы журналисты, тем более, я понял, что вы владеете информацией, и сами мы это видим, что наши поезда, много жалоб, недовольств идет от людей, что наши поезда, санитарное состояние отвратительное, их в целом обслуживание тоже желает лучшего, санитарные узлы, тараканы и так далее, это все есть в нашей прессе, к сожалению. И, конечно же, это должно затрагивать все государственные органы, в первую очередь уполномоченный орган, это Министерство транспорта. Мы этот вопрос перед ними поднимаем. Более активно этот вопрос мы поднимаем уже с октября прошлого года. Но вопрос, к сожалению, не находит своего решения. Мы в Министерстве транспорта и письма писали, и совещание инициировали. Вот на днях опять поступил ответ. Очередное совещание планируется, но вопрос не находит своего решения. Самое главное, вот этот момент я хочу сказать именно, даже вот последний вот этот, я сам эту публикацию и как раз попросил ребят, чтобы посмотрели Мангышлак, Уральск направление. Не Мангыстау, а Мангышлак, по-старому оно так и называется, это направление. Поезд, который там ездит, и который ездит с Астаны в Костанай. Это действительно поезда, которые обслуживают частники, выделяются субсидии от государства. Соответственно, если выделяются деньги, мы понимаем, должно же быть и качественное состояние этих поездов. Хотя бы должно быть минимальные требования. Должно все работать, что там есть в поезде. Ты билет же покупаешь, никто... Не понял. Вы разве не можете расследование? Просто писать письма, что-то сделать, чтобы поменять ситуацию? Ну, подождите, я вам отвечу, вы перебиваете меня. Если, да, вы перебиваете меня. Здесь вопрос такой, это же касается именно, когда есть коррупционные преступления, мы этим вопросом, если будут преступления, конечно же, мы будем привлекать к ответственности этих лиц. Мы сейчас вопрос этот еще раз как бы поставили во главу угла. Я надеюсь, что в ближайшее время, во всяком случае, так должно быть. Люди ездят же на этих поездах, простые люди, и прежде всего сельские жители ездят на этих поездах. Мы из-за ограниченности времени не ездим, и потом, понятно, у людей, у кого есть деньги, они не пользуются поездами. Пойызға мына? Түсінбедім. Көргіңіз келмей ме Қашан мен отыр? қазір мінейін ба?
жоқ басқа Мен де уақытта жұмыстамын ғой қазір. басқа уақыттарда бір Басқа күн уақыт- отпуск алған кезде Вот я подожди, Отпуск алған отпуск алған кезде мен самолетпен ұшамын, менде енді как бы былай пойызға мінгіңіз келмейді иә? вот мен шын айтсам мен сізге сұрақ беріп жатырмын, сіз оны как енді сіз айтып отырсыз ғой простой народ жоқ енді сізде мен уақытым жоқ кешірім сұраймын, сіздің атыңыз кім еді? Мадина жатқан Мадина, вот мен сізді вот қаншама рет көріп тұрмын, аха бір как бы бір жақсы себептер, жақсы жаңалықтар да көп, сіз айтпайсыз соны. Неге айтпайсыз? кім соны? айтты Вот мен сіздің байқап отырмын, қаншама сұрақ сайтты қарамайсыз ба Білмеймін, вот сіз? мен вот меры принимаются, он айтыңызшы, пожалуйста. да, вот мы меры такие, вот мы перед правительством вопрос сейчас поставили. Принципиально поставили вопрос. Я надеюсь, и Генеральная транспортная органы транспортной прокуратуры подключатся. Мы этот вопрос должны решить. Сейчас рассматриваются новые вот эти НДС, собираются наделить большими полномочиями налоговиков. Не боитесь ли вы, делали ли вы какой-то анализ, будет это нести какие-то коррупционные риски? Потому что в 90-х годах, когда налоговики были наделены там, такими очень большими полномочиями, мы постоянно писали о том, что здесь налоговика хлопнули, там хлопнули. Не боитесь ли вы этих рисков, проводили ли вы какой-то анализ? Анализ не проводился. Насчет боязни мы не боимся. Если будет преступление, человек будет, как говорится, соответствующим образом привлечен к ответственности. Это все должны понимать. И хотел бы вот как раз в этой связи обратиться ко всем государственным служащим, квазигосударственным сектору и другим. Сейчас такая ситуация, когда фактически люди должны понимать. Мы, так сказать, строим президентом заявленный справедливый Казахстан, все должны понимать. Не должны просто-напросто воровать. Вот и все. Не будет воровства, я думаю, будет какой-то неге сол порядок. министрлікте жұмыс жасаған сол қазір ұрлаған жаңағы біздің вице министрлер болсын соттың адамдары болсын неге аты жөндері нақты жарияланбайды, неге сіздер өздеріңізде ақпарат шығарғаныңызда А, Б, Д деп сөйтіп қоясыздар, айтасыздар? Мадина, мен қазір сізге қайталап қойып қояйын, фамилия бар, бәрі шығып отыр, соттың шешімдері шығып отыр. Біз көріп отырмыз ғой енді, неге аттарын жазбайсыздар? Қашан аттарын жазбаймын? Сіз өзіңіз қарайсыз ба, сіздер ақпаратты жариялаған кезде? Мұхамедиұлы бар, басқалар бар, не қандай ат керек тағы? Одан басқа азаматтар бар. Қандай одан басқа? Барып қалмай қалғанда? Мен сізге Дәлел бар ғой, дәлел бар ғой. Беріңіз жақсы. В сфере спорта расскажите, вот дали рекомендации, как они выполняются. Вот мы по рекомендациям спорта, я в прошлый раз тоже был, мы рекомендации эти все говорили, как раз, что касается футбольных клубов, хоккейных и так далее. Мы эти рекомендации дали. Вот недавно вот как раз таки здесь был министр спорта, рассматривали данные вопросы. Сейчас, как мы видим, в том числе из публикаций СМИ, не будут финансироваться, не будут выделяться деньги на легионеров, спортсменов, граждан других стран. Прежде всего это направлено для того, чтобы наши, прежде всего граждане, наши дети росли в спортивном плане, вырастали в профессионалов и как раз таки как бы должным образом получали соответствующие как бы заработные платы и так далее. Скажите, скажите, вот почитали по индексу о некачественной воде, о строительстве водопровода? Тоже вот хороший вопрос, да. Что касается как читал воды, вот вы как читав здесь есть, если как читав здесь есть, действительно вопрос такой, мы тоже погружались, есть у нас такой определенный как бы проект, это касается долгостроев. Вода, как считаю, действительно желает оставлять лучшего. Мы по своей части даже смотрели по анализам. Каждый раз региональные СЭС, санитарные службы, говорят о том, что вода некачественная. Есть в воде различные примеси и так далее. И, конечно же, это влияет на здоровье жителей города Кокшетау. Хотя вот он находится буквально, предстоличная область находится рядом с Астаной. Этот вопрос с 2010 года не находит своего решения. Я хотел бы еще раз здесь отметить, вот по этому вопросу президентом страны есть отдельное протокольное, подчеркиваю, поручение по наведению порядка в водной сфере именно по городу Кокшетау. Я надеюсь, сейчас уполномоченные органы, Министерство водных ресурсов, акимат области над этим вопросом занимается. Там просто каждый раз подрядные компании меняются, суммы, сметы, но надо вопрос это решать. По воде сейчас... Застройщики, может быть, недобросовестные привлечены. Мы сейчас, так сказать, мягко скажем, мониторинг проводим.
Скажите, пожалуйста, Господин по Казаков, закупкам скажите, и вот этот социальной индекс сфере, коррупции какую работу антикор является ли проводит? KPI работы вашего ведомства? Что вот от того, что мы поднялись, ну, в смысле, что мы улучшили на одну позицию? Это KPI вашего, да? Но вообще в целом это же международная организация Transparency International. Она международная организация, частная фактически организация. На нее обращают внимание все государства мира. На нее обращают ведущие корпорации, в том числе, которые занимаются там крупными проектами, бизнесами и так далее. Они обращаются к этим как бы индексам, к этим рейтингам. И с учетом этих рейтингов строят свою политику в той или иной стране. Вкладывать ли средства в данную страну, какие-то проекты, что-то производить, что-то и так далее, бизнес какой-то осуществлять. Ну, конечно, обращают на это внимание. Да, но этими вопросами не только это наш орган занимается в целом все государственные органы. Вы же не ответили про работы KPI. вашего ведомства это как-то влияет или нет? Как? KPI работы именно вашего ведомства, вот этот вот показатель как-то KPI? влияет или нет? Да. KPI работает, все работает. А почему, несмотря на все эти меры, мы все еще в числе коррумпированных стран? Это как понять, в числе коррумпированных стран? Ну, это Ну, есть же вот, составляет вот среди 88-я, стран, где есть коррупция. 180 стран, мы 88-е. Ну, И коррупция вы же считаете, есть. это хорошая позиция? Коррупция есть, конечно, но не в одной стране, там вот они рейтинг же есть, конечно. Скажите, пожалуйста, по госзакупкам и социальной сфере, что делает антикор, чтобы устранить коррупционный факт? Госзакупкам. Очень много сейчас, вот вы знаете, сейчас принят отдельный закон о государственных закупках. Там многие коррупционные риски сейчас отрегулированы. Одним из таких нововведений является то, что сейчас в госзакупках не могут участвовать компании, в которых есть учредители, акционеры, руководители, осужденные, так сказать, по коррупционным статьям и так далее. Он не будет этот понимать. Ресми есепте антикор Кайрат Сатыбаловдон 730 миллиард теңгедей кайтарылганын хабарлады. Осы активтерди кайда жұмсалды? Сіздерде ақпарат бар ма? Бұл сіздер қаржы министрлігінің түзілімдерін не істедіңіздер? Ол үкіметке жаңағы жіберген болатын ол қаражат бәрі. Ол қаражат па, мүлік па, басқасы бар, ол ақпарат берген. Жұмсалған ол жұмсалған айтқанымен ол жаңағы әлеуметтік салаға жұмсалған болады. Вот чтобы касается еще раз, чтобы для всех как бы у меня время ограничено. Вот я только вчера, вот буквально тоже, я же тоже читаю прессу, смотрю. Вчера, например, вот на возвращенные средства я смотрел, школу будет выделили деньги на строительство школы в городе Каражал, области Улутау. Я для себя тоже погружаться начал. В городе Каражал 27 тысяч учеников. И тем более область вновь созданная, вот 2-3 года как созданная область, есть необходимость острая в новой школе. Дети там, в переполненных классах. Помимо этого, вот сейчас вы знаете, в Зеренде, Акмолинская область, физкультурно-оздоровительный комплекс. Тимирлановка, Туркестанская область, школа искусств будет строиться. Буквально на неделю назад в СМИ тоже выходило, и это тоже действительно есть, будет строиться новое здание скорой неотложной помощи в городе Ахтау. Тем более вы знаете, по рождаемость Мангостауской области в лидирующих позициях. Это же хороший показатель. Это только определенно я вам сказал, Олег. Скажите, пожалуйста, а вы будете следить, чтобы эти деньги... Подождите, один вопрос, да. вот потому что вы перечислили. Вы, каким образом вы будете следить за тем, чтобы вот эти изъятые активы опять не попали в руки коррупционеров? Очень хороший вопрос. Очень такой, действительно, злободневный. Чтобы не получилось так, завтра мы будем посмешищем. Если те возвращенные средства, на которые мы строим те же социальные объекты, о котором говорит глава государства, чтобы все шло на социальные цели, если еще раз будет это разворовано. Это в первую очередь уже такая, я подчеркиваю, такой, с моральной точки зрения, грош цена тем, как говорится, государственным служащим и другим, кто будет принимать меры по хищению. Вдруг эти состоятся как бы события, конечно, они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Сарқылық болса, әбілдаев туралы алдында сұрақ қойдық қой енді. Сіз қазір жемқорлықпен күресу дедіңіз. Жемқорлықпен күресу деп айтып жатсыз. Енді мынау жаңағы больницаның басшысы әбілдаев мынау не кісі ол кісі жауапкершілікке тартылмай отыр. Қалай сіздер жемқорлықпен күресесіздер? Әлде ол қожамжарықтың жаңағы туған күйеу баласы болғаны. Бұл қайта көтеріп жатырмыз ғой осы мәселені. Неге жауапкершілікке тартпай отырсыздар енді? Мен қателеспесем, сізге 7 рет оған ақпарат берілген болады, толықтай. Не бердіңіздер? Нақты бермедіңіздер. Сіз заңгер емессіз. Нақты берген жоқсыз. Сіз заңгер емес. Первый подписи сол кісі болды ғой. Қалай, ол жерде біз сотта қазір қатысып отырмыз. Мадина, 7 рет сізге бердік.
Енді Скажите, кешірім пожалуйста, сұраймын. ранее сообщалось о расследовании Жауапқа тартылмай ма сол антикоров кезде? по миллиардным Жауапқа тартылмай ма ремонтам сол на кезде? АФЗ. Действительно идет расследование, Сарқұлов есть ли болса. какие-то результаты? Как Вам вопрос задали, вы можете обернуться? Я не помню, что там предлагалось раньше. репутации чиновников. Ну это если такие, может, есть, хорошо же. Скажите, Есть, а вы знаете, есть.